Так, дорогие друзья, кто еще не подписался на этот канал, я вас приглашаю всех подписаться на этот YouTube канал. Слава богу, у нас есть еще и русские передачи, которые идут на русском языке, есть еще на нашем персидском, на таджикском языке в основном. И плюс к этому у нас в других социальных сетях, таких как YouTube, Instagram, Facebook, также есть такие же каналы под именем Паймон Лайф. Прошу вас всех подписаться, написать свои комментарии и какие-нибудь желания, просьбы мы всегда. И особенно важно для нас ваша критика и ваши советы. Мы очень нуждаемся в этом, чтобы улучшить нашу работу. Итак, друзья, переходим к сегодняшней программе. Наша сегодняшняя передача, наша тема это относится к Таджикистану и, само собой, обсуждаемой теме, которая в последние недели очень обсуждается в Таджикистане, это присоединение Таджикистана к Евроазиатскому экономическому союзу. Эта тема еще 10 лет началась, потому что этот сам союз был основан в 2015 году, и до сих пор Таджикистан колебался между присоединением и против. Так? Сегодня мы хотим эту тему обсуждать, и для этого мы пригласили нашего устада, учителя, уважаемого Тимура Варки, председателя форума свободомыслящих Таджикистана. Ако Тимур, салам алейкум, добро пожаловать. Салам алейкум, салямджон. Здравствуйте, наши телезрители, наши слушатели нашей программы. Всех приветствую. Спасибо большое, Ако, что выделили нам время, и в данный момент мы можем с вами обсуждать этот важный вопрос. Перед тем, как начать задавать вопросы, я хотел бы принести свои извинения, конечно, нашим зрителям за мой русский язык. То, что есть, я стараюсь улучшить. Так, как говорит, поехали. Ако Тимур, Устад, скажите, пожалуйста, в данный момент, последнюю неделю, очень остро обсуждается в Таджикистане и в самом масс-медиа именно присоединение Таджикистана в Евроазиатский экономический союз. Мы хотели бы с вами поговорить на эту тему. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, сам этот союз, Евроазиатский экономический, по имени он сам экономический союз, но на ваш взгляд, это является экономическим союзом или все-таки он является политическим? Изначально задумывался под эгидой, под, так сказать, знаменем экономического сотрудничества, создание общего рынка в рамках внутри СНГ, рынка рабочей силы, рынка капитала, и услуг и так далее. Но, с другой стороны, конечно, не без политики, потому что прообразом являлся ЕС, Европейский Союз, и в Москве решили, что на территории Евразии должен существовать такой не то чтобы антипод, но такой соперник европейского экономического сотрудничества, евразийский союз экономического сотрудничества. Поэтому тут взаимосвязанные задачи экономические и политические. И поскольку Москва является доминирующим игроком на этом поле и на этом рынке, политическим игроком и экономическим игроком, то, естественно, одно идет следом за другим или в одной упряжке, и экономика, и политика. Ясно. Тимур, вы упомянули, что доминантом в этом союзе является Россия. На ваш взгляд, вступление в разных союзах с Россией для таких стран, как Таджикистан, оно полезное или в
выигрыше, или это все-таки во вред этим маленьким странам, таким как Таджикистан? Находиться в орбите Кремля, это как вы оцениваете вот это все? Мы можем говорить гипотетически, в идеале страны, такие как Таджикистан в том числе, даже такие страны, как Беларусь, находясь в союзе, в едином союзе с Россией, мы видим, что Александр Лукашенко всячески стремится сохранить свою независимость, сохранить диверсификацию и торговых, и политических тоже отношений. Поэтому, с одной стороны, от этого не избежать, давления России. И Таджикистан находится в зависимости, будем прямо говорить, в зависимости от России, находится в поле политического влияния непосредственного России. Исторически так сложилось. И говорить, что плохо это или хорошо, есть и плюсы, и минусы, но стремиться быть страной конкурентоспособной, вот об этом должна думать всякая власть, в том числе Таджикистан, и особенно Таджикистан. Потому что быть страной зависимой от соседа, от окружения соседского или от одного крупного доминанта, быть не просто сателлитом, а быть таким придатком, аппендиксом, это, во-первых, это не, скажем, недостойно для государства, да? А во-вторых, это и обидно, и невыгодно. Это говорит о том, что эта власть не способна обеспечить интересы своего населения, своего народа, это собственного государства. Так что этот вопрос диалектический, достаточно непростой. Да, на самом деле, вот я тут начал для себя отмечать то, что в каких союзах, например, Таджикистан является вместе с Россией, да, вот есть одна организация ОДКБ, это как бы военно-политический союз у них. Есть также СНГ, который первая организация после Союза СССР организовали СНГ, вот сейчас еще Евроазиатский экономический союз и много таких. Мы видим, что в практике вот этот ОДКБ, оно типа как бы не помогло даже вот Армении во время войны с Азербайджаном. И хотя люди, которые военные обозреватели, люди, которые хорошо понимают военное дело, они говорят, Таджикистану на данный момент без ОДКБ, без присутствия российских военных в Таджикистане, как бы не выстоять против экспансии Китая, против давления со стороны Талибана. Это в конечном итоге быть в ОДКБ это нужно и полезно. А с другой стороны, наш альянс, Национальный альянс Таджикистана как бы прорекомендовал властям Таджикистана последовать примеру Армении и выйти из ОДКБ. Здесь бы хотел узнать ваше мнение тоже на эту тему. Как вы видите вот эту ситуацию с вашей точки зрения? ОДКБ, СНГ, вот этот союз, это все в конечном итоге оно полезно для власти, потому что я раньше задавал вопрос для Таджикистана, а теперь я хочу сказать для власти. Власть Таджикистана, оно это все союзы использует для своей пользы, или как бы она вынуждена идти на это. Власть Таджикистана, нынешняя власть Таджикистана, приведенная Эмомали Рахмон и его, так сказать, хунта,
захватившая власть в 1992 году путем вооруженного переворота с помощью иностранных сил, иностранного вторжения, российских, с помощью российских сил, с помощью сил Ислама Каримова. Эта власть, естественно, она начально построена таким образом, что она сидит на штыках, на иностранных штыках, на штыках российских. И эти российские штыки являются гарантом сохранения власти Эмомали Рахмона. И не зря Эмомали Рахмон ездит на поклон к Владимиру Путину для того, чтобы заручиться его поддержкой по транзиту власти к своему сыну. Без такой поддержки, генеральной поддержки военной силы, без военного гаранта, без политической гарантии, без экономической гарантии Эмомали Рахмон не просидел бы, не пришел бы просто к власти. Поэтому таджикская власть, естественно, заинтересована в том, чтобы сохранилась и ОДКБ, и там СНГ и так далее, всяческая зависимость от России и крыло России. С другой стороны, Эмомали Рахмон в интересах своей семьи, в интересах обогащения использует это положение не без пользы для себя, для своей семьи, для экономического обогащения, для личного обогащения, для коррупции, для ограбления той территории. Он просто посажен Путиным и сначала Борисом Ельциным, потом Путиным, просто как вассал, как, значит, свой такой, знаете, сатрап. Он посажен на территории, смотрящей по Таджикистану. Он доит Таджикистан, и он какую-то долю, конечно, от этого имеет долю и, так сказать, и Путин, и Россия, и так далее. Но Эмомали Рахмон старается себя не обидеть. Поэтому, если мы говорим об интересах этой власти, то сохранение и членство ОДКБ в интересах Рахмона, иначе бы не могла существовать в любом государстве суверенном иностранная военная база с оплатой 1 самани в течение года. Такого бы просто немыслимо было бы. Поэтому если же говорить об интересах национальных, надо отличать интересы Эмомали Рахмона от интересов государства. Эмомали Рахмон не является государством. Эмомали Рахмон не всегда, скажем так честно, не всегда представляет интересы государства и не всегда следует интересам государства, а нередко интересы Эмомали Рахмона и его семьи приходят в противоречие с интересами государства, с интересами, национальными интересами. И это не одно интересы Эмомали Рахмона по сохранению своей власти и национальные интересы Таджикистана и развитие Таджикистана. Это не одно и то же. Да. Это такая простая истина, которую многие не понимают, граждане Таджикистана. Так вот, если говорить о национальных интересах, в некоторых аспектах Таджикистан заинтересован в том, чтобы иметь, скажем, противовес, какой-то гарант от другого иностранного вторжения. И в то же время Таджикистан уже за эти 20 с чем-то, 30 лет должен был обзавестись нормальной, самостоятельной военной силой. Было достаточно времени для того, чтобы и политическая сила, и экономическая сила, для того, чтобы вздохнуть свободно уже не 90-е годы, чтобы сказать, что вот мы суверенное государство, мы способны себя защитить. Сегодня именно благодаря или по вине Эмомали Рахмона Таджикистан себя защитить не может.
Вот в чем проблема. Ясно, спасибо за ваш комментарий. Вот, Акой Тимур, скажите, пожалуйста, мы только что сказали о национальном интересе. Сам вот этот Евразиатский экономический союз уже 10 лет как существует, и 10 лет Таджикистан не присоединился, и провластные пропагандисты, я очень боюсь произносить это слово, боюсь ошибаться, пропагандисты уверяют, что не вхождение Таджикистана в этот союз, оно является или обосновывается на национальных интересах. Национальный интерес Таджикистана диктует, что вхождение в этот союз навред в Таджикистану. Это было до сегодняшнего дня, и вдруг сейчас власти Таджикистана решили создать комиссию межведомственную, чтобы присоединиться к этому союзу. Так, в чем же тут такая, как бы сказать, менять свое градус движения, вектор движения на 180 градусов. Раньше было в интересах государств, национальных интересах, не вхождение, а вдруг сейчас уже стало в интересах. Можете прокомментировать, пожалуйста? Да, в чем загвоздка, да? Пропагандисты меняют свое, так сказать, решение, свое видение ровно на, так сказать, наоборот, на обратное, на 180 градусов. Противоположное. Значит, да, на противоположное. Значит, смотрите, пропагандисты, вот 180 градусов это поменять на противоположное, 360 градусов это повернуться, сделать сальто и вернуться в то же положение. Да. Значит, да. Не исключено, что после октября или спустя некоторое время пропагандисты таджикские сделают 360 градусов, скажут, вот тогда мы были правы, вот когда мы говорили, что вхождение в Евразес это полезно, вот мы не были, а мы ошибались, оказывается. А вот тогда, когда говорили, что это противоречит интересам вхождения в ЕС, противоречит интересам Таджикистана, тогда мы были правы. На самом деле, конечно, это так же, как в анекдоте про, значит, когда солдат спрашивает у старшины, товарищ старшина, крокодилы летают, он говорит, ты что, Иванов, меня за дурака принимаешь? Как крокодилы могут летать? А товарищ капитан сказал, что летают. Ну, низко, но летают. Летают, но низко, да? Летают, но низко. Поэтому если Эмомали Рахмон или администрация президента скажет, что летает, значит, Евразес полезно, тогда пропагандисты тоже скажут, ну так вот, низко, но все-таки оказывается, можно летать с этим ЕС. Дело здесь вот в чем. На самом деле, когда я сказал, что интересы семьи Эмомали Рахмона и национальные интересы Таджикистана – это не одно и то же, и они входят в противоречие, в данном случае это может быть одной из иллюстраций, может быть. Я не говорю, что это 100% иллюстрация того, но это может быть одной из иллюстраций, когда интересы Таджикистана и интересы Эмомали Рахмона не совпадают. Национальные интересы Таджикистана в то время, с 2015 года, в интересах Таджикистана, в национальных интересах Таджикистана и государства, в интересах государства Таджикистана было вхождение в этот ЕС тогда, в 2015 году. Я помню, у меня было интервью. Ну, время меняется, ситуация меняется, поэтому мы вернемся, насколько это положение сейчас изменилось. Я помню, было интервью, я взял интервью, когда я работал в Сафо ТВ, был главным редактором Сафо, независимого первого
спутникового телеканала Сафо ТВ в Москве. Я взял интервью у Рахмати основатель группы 24, господи, вылетело. Умарали Куватова. Умарали Куватов. Значит, я взял интервью у Умарали Куватова. В то время была история, очень громко звучала история, которая вдруг всплыла на заседании парламента о недостаче в 1 миллиард, разницы в 1 миллиард долларов между таможенными показателями за год Китая и, да? Да. И Таджикистана. И, значит, Китай показал полтора миллиарда, Таджикистан показал 500 миллионов, да? И в обществе, так сказать, бурно обсуждалась эта тема, этот вопрос поднялся. Куда делся миллиард? Да? Куда делся миллиард? Китайские офицеры, патриоты своей родины, четко записывают, какой товар прошел, покинул страну, по какой цене. Таджикские таможенники и пограничники, значит, принимают товар и начинают занижать количество, и занижать цену. Занижать цену этого товара, чтобы не платить пошлину. Да. Ну, они берут взятку, и чтобы владелец товара платит им. Да. Чтобы не платить пошлину. Эта пошлина должна идти в бюджет государства. Значит, занижение цены и объема товара является предательством национальных интересов. Это антигосударственное деяние. Да. Потому что бюджет это, как говорят индийцы, неприкасаемая корова. Да. Мы должны, государственные служители должны, служители государства должны работать в интересах государства, а не своего кармана. Они работают на государство, государство им платит хорошую зарплату. Нормальное государство. Разве Маули Рахмон не знает об этом? Значит, если это обсуждалось на парламенте, да, это только одна граница. И Умарали Куватов мне сказал, это только одна граница. Есть еще афганская граница, есть еще киргизская граница, еще Узбекистан граница. У нас 4 границы, с каждой границей примерно по миллиарду. Допустим, уходит в карман. Уходит в карман кому? Нет. Уходит в карман кому? Вы помните историю, все помнят, историю с молодым человеком? То Азосмон чакиди, то Азосмон омади, то Йоши. Йош на Будиагар. Правильно. Да, сотрудника таможни освободили от наказания прямо в зале заседания. Кто был этот сотрудник таможни? Кем он? Близким семьи. Вот. Близким семьи. Он был близким семьи, он был инструментом в руках семьи, злые голоса говорят, что он был близким человеком, непосредственно приближенным к Озуда Рахмон. Да, была такая информация, избежал наказания в результате за антигосударственную деятельность, избежал наказания за куда меньше, за то, что человек выйдет и скажет, что почему мой сын должен служить, а сын президента не должен служить. Человека ломают, делают его калекой и сажают на
15 лет, там на сколько-то лет, да? Да. Как Махмурода Удинаева. Правильно. Не украл ни копейки у государства. Он не совершил антигосударственного измены, антигосударственного вреда не нанес. Значит, этот человек, это один случай, Да. не понес никакого наказания. Сотни Значит, памирских смотрите, молодежи сидят за решеткой. Сотни памирских молодежь сидят за решеткой просто за то, что вышли на улицу. А этот молодой человек, что украл миллионы, его просто освободили из-за того, что он молодой еще. он украл миллион, он украл не миллион, он помог украсть миллиарды в интересах против государственных интересов, в антигосударственных интересах, в интересах семьи Эмомали Рахмона, клана Эмомали Рахмона, представителя, одного из, значит, представителей клана в интересах Озоды Рахмона. Значит, эти люди сидят там. Если будет работать если будут работать правила Евразийского экономического союза, то тогда этими таможенными поступлениями, всеми таможенными потоками будет управлять специальный орган. Ага. Национальный и наднациональный. Уже Специальный орган. как бы орган союза. Орган союза и орган внутри Таджикистана подотчетный союзу. И тогда этот орган будет обязан давать отчет перед обществом, в прессу, и государственный отчет будет давать. И будет взаимоконтроль и взаимоотчет между, значит, подразделениями внутри экономического сообщества, и тогда украсть будет сложнее. Будет можно все равно. Они все равно украдут то, что плохо лежит. Да. Но украсть у народа будет сложнее. Значит, они же завозят и говорят, что на самом деле это около 60% теневых вот этих вот поступлений, 60, там 70% вроде доходит. Сейчас таможенные поступления, значит, налоговый сбор, доход в бюджет от таможни идет около там 46-45%. Так? Бюджет, Вы представьте. Да, значит, если считать по-честному, в интересах государства, то бюджет будет заполнен побольше. Еще больше, в два раза увеличится доход, по меньшей мере, в 2 раза увеличится доход от таможни. Ясно. Ну, раз они из 1,5 миллиарда скрыли миллиард с одной границы, то есть они третью часть отдали в казну, а остальную себе. В год. Только с одной границы. С одной границы. Ну, вот здесь получается, на самом деле, да, в 2 раза повышается доля таможенных пошлин в бюджет страны. Если оно вступит, не украдут, скажем так, не то, что вступит, а не украдут. Да, и когда Умар Али Куватов, мы с ним обсуждали это, было большое интервью, много не вошло, в эфир пошла маленькая часть. Он говорит, и если таможня, если государство будет предоставлять равные условия, будет работать по правилам, тогда у бизнесменов появится возможность, появится стимул и появится возможность зарабатывать и для себя, самому расти, и создавать вокруг себя инфраструктуру. Один же бизнесмен, это же целое имеет, как говорят экономисты, мультипликативный эффект создает. Он создает
рабочую базу, создает оборот денег, создает услуги, создает то, все. И люди, независимо от того, он член семьи, член клана или нет, у него погоны или что, если у него голова на плечах, если у него есть, так сказать, деловая хватка, он способен это сделать, заработать. И это будет опять в интересах государства. Это будет в И народ заработает, и государство, да. В национальных интересах. Вот об этом, о ситуации общих правил для всех говорил Умар Али Кулатов в 2014 году. Мы с ним разговаривали. И тогда на 2015 год, когда начался этот диалог о вступлении, не вступлении Таджикистана, будем думать и так далее, вот на это время это было в интересах государства, это было в национальных интересах государства войти в этот экономический союз, и тогда бензин стоил бы на 25% меньше, также стоил бы столько же, как в Кыргызстане. В Кыргызстане бензин стоит там 90 с чем-то там сом, да? Это около $1, а в Таджикистане уже он до 1,5 доходит. То есть они делают накрутку 25%, потом еще, и внутри Таджикистана семья Эмомали Рахмона поставила вместо того экономического союза, вместо той таможни, поставила свою еще внутри таможню. Так называемая платная дорога ЛРС. Это внутренняя таможня для граждан Таджикистана со стороны семьи Эмомали Рахмона. Да. Взнос народа в казну семьи. Оплата. Получается, что внутри Таджикистана для граждан Таджикистана отдельная таможня. И в итоге, Тимур, к чему мы сейчас приходим? В данный момент это уже в интересах или уже нет теперь? В сегодняшний день, в 2025 году, по вашему мнению, входить в этот союз? А вот здесь идет противоречие между интересами Эмомали Рахмона, личными интересами Эмомали Рахмона и интересами клана. Так. Значит, Эмомали Рахмон, если Путин поставил, мы не знаем на 100%, поставил ли Путин такое условие, ключевое, непременное условие. Ты входишь в ЕС, Евразийский экономический союз, я даю согласие на транзит власти в пользу Рустама. Ага. Есть ли такое условие, и оно ключевое или нет, мы не знаем на самом деле. У нас нет личной информации непосредственно из Кремля. Но если на самом деле пропагандисты, которые увидели низколетящего крокодила и сказали, что, значит, им дали команду, и, значит, почуяли носом, что идет речь о том, чтобы Таджикистан входил, что Эмомали Рахмон во время государственного визита Путина даст согласие, значит, мы знаем, что в ноябрь это месяц президентских выборов в Таджикистане. И почему нет? Мы посмотрим. Я не знаю, остается не так много времени. Может быть, объявят, не объявят, может быть, чуть позже объявят о решении Эмомали Рахмона передать власть там и так далее. Все ждут. Но в этом случае, я еще раз говорю, что у нас нет стопроцентной информации, нет стопроцентной уверенности, что такое ключевое
условие Путиным поставлено. Но если такое условие поставлено, если Эмомали Рахмон решит пойти на этот шаг, вступить в этот Евразийский экономический союз, то тогда внутри семьи это вызовет, скажем, раскол интересов. Тогда члены семьи, которые торговали бензином из Исфары, там, через Исфару, да, вот эти вот столкновения. Единоличными монополистами были члены семьи в Таджикистане на рынке. Мы помним, да, что когда Умарали Куватова отстранили от торговли бензином, и шла через Киргизию, через Кыргызстан, и до сих пор идет, и это контролирует Шамсулов Суибов, да, по-моему? Да, взятие Эмомали Рахмона. Да, поставки бензина. Да. Значит, вот у нас 4 границы, другие контролируют наркотики, наркоту из Афганистана. Некоторые другие там совместно контролируют китайские поставки, самые большие китайские поставки. Вот. До 60% теневая экономики составляет Таджикистан. Экономика как бы сама по себе, а 60% экономики находится в распоряжении семьи Эмомали Рахмона. То есть они рискуют потерять, скажем, не 60%, но значительную часть, некоторую часть вот этих доходов антигосударственных. И большой вопрос, насколько они согласятся, поддержат ли они это решение или нет. Тут на самом деле идет раскол, потому что внутри семьи, члены семьи, которые занимаются бизнесом, которые монополировали весь этот рынок, они теряют свои позиции. Тут, если эти же люди являются как бы обеспечивающие власть Рахмону, они ослабление этих основ приводит я думаю, в будущем к изменению власти. Но это уже свой комментарий к этому тему. А к Тимур, вот скажите, пожалуйста, есть такое понятие, уже как бы если Таджикистан входит в этот союз, Евразийский экономический союз, это большое пространство, в нем доминирует Россия. Есть такое понятие, как антисанкционные товары. Мы все знаем, что Российская Федерация находится под санкциями, не все товары могут поступить в эту страну, но такие страны, как Таджикистан, они являются инструментом, чтобы эти товары попали в Россию. И это показывает статистика, что после введения этих санкций именно товарооборот между странами, оно повысился даже в 20 раз в некоторых товарах. Даже Таджикистан импортирует некоторые товары, экспортирует некоторые товары, которые сам не производит. У него нет производства скажем так, электроники или другое, но оно все это идет из Таджикистана дальше на север. Вот я бы хотел задать вам такой вопрос. Как, по вашему мнению, если Таджикистан вступит, как вы только что сказали, это будет обмен на транзит власти. Путин дает согласие на Рустама, чтобы он был вместо своего отца, а Таджикистан вступает в этот союз. Какой будет позиция у европейских стран, которые поддерживают Украину, на эту ситуацию? Как бы Таджикистан, как страна, уже полностью показывает свою лояльность, и, можно сказать, с экономической точки зрения, она помогает будет Кремлю. Ваше мнение, какой будет реакция Запада?
Какая будет реакция Запада? Запад не един, разнороден. С одной стороны, Европа, европейские санкции, более они такие, скажем, директивные, принципиальные. Европейские санкции могут быть приняты против Таджикистана. Некоторые санкции уже, некоторые, скажем, таджикские компании засветились, и в том числе представители банковского сектора тоже засветились и оказались под санкциями. Поэтому Таджикистан, конечно, Эмомали Рахмон вряд ли хочет того, чтобы его компании, его, так сказать, и представители банковского сектора оказались под санкциями. И, насколько я знаю, в Таджикистане создаются, так сказать, липовые такие подставные организации, так сказать, бизнес-предприятия, через которые проходят вот это вот все, проходит вал реэкспорта, и Таджикистан экспортирует в том числе в Россию и военную форму, шьет на своих предприятиях легкой промышленности, реэкспортирует, как вы сказали, электронику, микрочипы, там платы всевозможные, которые используются в ракетах, там, в шахедах, в рэбах, в наведениях там, и так далее, и так далее. И Таджикистан рискует, если Евросоюз и Америка будут принципиальны, и если они будут отслеживать это строго и строго наказывать, то Таджикистан рискует, конечно, потерять на этом. Но мы не знаем, почему Евросоюз и Америка пока не наказывают сателлитов России под СНГ, хотя имеют информацию. У них есть информация по Казахстану, по Армении, по Кыргызстану, по Таджикистану. Вот. Это интересный вопрос, это область для исследования. Спасибо за ответ, Ако. Да, надо на эту тему еще подумать. Есть возможно делать отдельную программу на этот вопрос. Ну, это мы будем иметь в заметку. Сейчас у нас передача остается не так уж много. Есть главный вопрос. Главный вопрос, то, что мы сейчас обсуждали, это, можно сказать, на политических полях, в узких кругах это обсуждается, там люди об этом думают, говорят, слушают, но основная масса таджиков это, можно сказать, трудовые мигранты. Основная масса таджиков, которые заинтересованы или думают на эту тему, они являются трудовыми мигрантами, которые находятся или идут работать именно в Россию. Можно сказать, что 90% трудовых мигрантов, они именно ездят в Россию. Положение трудовых мигрантов в этой стране ясно. Политика Кремля и сама вот эта философия этой страны, она является антимигрантской, особенно можно сказать, таджикской. Не думаете ли вы, что эта вся операция антимигрант или все это давление на мигрантов, это является давлением на власть Эмомали Рахмона? И после присоединения Таджикистана в этот союз, Евразийский экономический союз, одним из требований этого союза это то, что больше таджики не будут получать патенты, на работу, они будут более свободными, их условия более улучшатся. Ваше мнение, как это отразится на трудовых мигрантов на самом деле? Мы можем взять пример с Кыргызстана.
Это потому что кыргызские трудовые мигранты тоже там в России. Как это отразится на трудовых мигрантов в Таджикистане и, самое главное, как это отразится на денежный поток, который отправляет мигранты в Таджикистан. И возможно ли после присоединения Таджикистана та риторика или та политика Кремля или некоторых политиков в России, которые направлены против мигрантов, оно как бы угомонится? Вот такой обширный вопрос. У нас есть 13 минут. Да. Я много раз пытался быть оптимистом в этом вопросе. Да. И мне казалось, что российская власть, она там сидят разумные люди, которые умеют считать хотя бы на пальцах, и у которых есть сердце, у которых есть разум, и есть честь и достоинство. Но на самом деле, по ходу того, как я прожил там более 20 лет, я видел, как идет фашизация России, российских верхов, российского общества, идет фашизация. В результате мы видим, что Россия превратилась в фашистское государство, в фашистский режим, человеконенавистнический, ксенофобский по отношению к нацменам, как так называемым, да, к различным. И это выражается непосредственно в нападении на Украину, на нацменов, да, которых они называют, всегда мы помним с детства, в русском языке много оскорбительных наименований всех по отношению ко всем национальностям этого общего евразийского пространства, которое разделяют другие народы вместе с русскими. И они на этом евразийском пространстве находятся на своей родине. И таджики находятся на территории России, на родине своих предков. Потому что таджикские древнеиранские корни, обозначение рек, Дон, Днепр, Донастр и так далее, и скифы, иранцы, древние восточные иранцы, массагеты, саки, жили на обширной территории от Урала, от Алтая, где скифская княжна обнаружена, мумия скифской княжны до Атлантического океана, и включая, естественно, Россию. Поэтому таджики являются на этой территории тоже как бы на родине своих предков, на исторической, скажем, в историческом пространстве своего этноса. И поэтому мне больно видеть, что русская нация, русское руководство настолько безграмотно, настолько дебильно, извините за это слово, и фашистски настроено, ксенофобский, националистический, шовинистский и фашистски настроено к таджикам. И у меня нет иллюзий по поводу того, что и даже если Таджикистан войдет в Евразийский экономический союз, отношение власти российской поменяется. Мы, таджики, обязаны таким отношением к таджикам. Помните, ни про одну нацию не было таких отвратительных, оскорбительных телепередач, как про таджиков, где Галустян играл главную роль, про Джамшуда и как его там еще другого. И мы обязаны таким отношением к таджикам, Таджикистану, мы обязаны Эмомали Рахмону. Потому что Ислам Каримов не позволял относиться к своим гражданам, к обладателям паспорта, если там написано Узбекистан, Ислам Каримов не позволял относиться пренебрежительно
так, как относятся в России к таджикам. Ильхам Алиев не позволяет относиться так к азербайджанцам, у которых в паспорте написано Азербайджан. И отвечает, несмотря на то, что маленький Азербайджан отвечает адекватно и достойно на фашистские вот эти вот поползновения и оскорбления и ущемления со стороны российской фашистской власти. Даже Кыргызстан, который является членом ЕС и ОДКБ, Узбекистан и Узбекистан не является членом ЕС и не является членом ОДКБ. Тем не менее, на Узбекистан, на узбекских мигрантов не оказывается такого давления. Вы поймите, понимаете разницу? Почему? Потому что Узбекистан создал и благодаря Исламу Каримову, и благодаря своим природным ресурсам, и человеческим ресурсам, и интеллектуальным ресурсам, создал условия в стране и создал структуру такую не по, скажем, не по фанфарам, не по наслышке, не в кавычках, как говорится, лофи ватан дустина карда, да, если говорить по-таджикски, то, что, или лофи истихлолят на карда, как на каждом Эмомали Рахмон на каждом шагу кричит ватан дусти и истихлолят, истихлол, как высшая ценность. Нету у нас никакой независимости, никакого истихлола. Если было бы ватан дусти, любовь к родине, вы бы не воровали так против государства, из кармана государства и из кармана народа. Вы бы народ не оставляли под дубинками, и которых не водили бы вот так вот, как военнопленных. Таджики военнопленные в России, фашистской России. Поэтому я не верю, что если Таджикистан войдет в этот Евроэс, это будет опять же в интересах Эмомали Рахмона, в интересах его сына. Эмомали Рахмон даст согласие убивать еще больше, утилизировать таджиков в Украине, потому что сегодня он молчит. Сотни, тысячи таджиков там в Украину насильно забрали и привозят эти гробы из Украины, убитых таджиков, которых насильно туда забирают, угрозами. И Эмомали Рахмон молчит. Он продает чужих детей в интересах своего сына. Чужих сыновей, пусть они умрут, зато мой сын будет падишах. Падишах. Будет, какой президент? Он сам не президент. Если бы он был президент, он сам самозванец, узурпатор. И такой же будет самозванец и узурпатор его сын. Он жертвует чужими сыновьями, как Захок в Таджикистане, благодаря вот этим змеям Захока, пропагандистам, которые говорят, то летает крокодил, то не летает, отравляют мозги и души молодым людям, съедают мозги молодым людям, парням и девушкам, обманом своей пропаганды, и говорят, Сталин хороший, Путин хороший, Россия хорошая, и Россия, идите воевать за Россию. Они приносятся в жертву, вот эти вот молодые люди, целые поколения. В жертву чужие сыновья убиваются, в жертву одному сыночку, который не служил ни дня и получил погоны генерала.
Кстати, был и руководителем таможенной службы он, как раз в то время, когда крали. Ну и сейчас крадут. Когда семья налаживала эти схемы все Да. эти схемы были тогда вот построены и получили крышу семейную. Ясно. Значит, таджикским мигрантам ничего лучшего не ждать. Ну, мы видим, не от этого зависит положение Правильно. таджиков. Ни положение узбеков, ни положение кыргызов, ни положение азербайджанцев и других от этого не зависит. Это зависит от власти, от того, кто во главе руководства. Если во главе руководства государства стоит государственный человек, он печется об интересах государства, о национальных интересах, а не о своих личных интересах. Да. Если просто папа, тогда то он тоже думает только о своем сыне. Так точно. Как только семья Эмомали Рахмона переходит где-то дорогу интересам России, российского, может быть, наркотрафика или там чего-то другого, тут же начинают хватать таджикских мигрантов, таджикские поезда тут же начинают останавливать и так далее, и так далее. Поэтому у Эмомали Рахмона главное не государственные интересы, а семейные интересы. Он построил внутри Таджикистана свой семейный таможенный союз и экономический союз своей семьи, своего клана. Он создал государство внутри государства, которое сильнее настоящего. Вопреки интересам государства. Да. Акой Тимур, последний вопрос. Только что мне пришло в голову. В этой неделе, в начале недели была перестрелка на границе с Афганистаном. Если вы следили за новостями, там была такая небольшая перестрелка, и две стороны обсуждали между собой как бы вот этот инцидент. На ваше мнение, это была спланированная такая перестрелка, скажем так, спланированная попытка, или это было что-то, которое начинается новый очаг, новые взаимоотношения, или что это было вообще, по вашему мнению? Там прозвучал, по-моему, меня заинтересовала одна фраза. Меня заинтересовала одна фраза, что когда таджикский офицер сказал: вы скрываете на вашей стороне, вы крышуете наших оппозиционеров. Да, вооруженных оппозиционеров. Да, а командир талибанский сказал: а вы крышуете там, значит, 350 человек. Да. Да. И руководство, значит, антиталибское крышуете. Рано или поздно, может быть, этот конфликт будет иметь продолжение. То, что это произошло, я думаю, это закономерно. Но то, что это именно вот этот момент, был ли он вызван, спровоцирован какой-то стороной, это конкретно я не могу сказать. Но то, что вопрос существует, и он не решен, этот вопрос, и он может иметь продолжение, это да. Почему я этот вопрос задал? Да. Извиняюсь, я вас перебил. Почему я этот вопрос задал? Потому что именно вот этот вопрос присоединения в Евразийский экономический союз, и именно этот вопрос перестрелки на границе, это случается в то время, когда в октябре намечается государственный визит Путина в Душанбе.
Поэтому я думаю, это может быть все это взаимосвязано как-то. Нельзя исключить. Нельзя исключить, потому что Россия очень, российские спецслужбы, Путин, они очень изощренные в этих вопросах, значит, подготовке сожжения Рейхстага, подготовке провокаций для того, чтобы, значит, создать выгодные условия для продвижения своих интересов. Спасибо за ваши ответы, Акутемур. Думаю, на эту тему, то, что вот последний вопрос, который был, мы обсудим позже, может быть, в октябре, как будем обсуждать визит именно Путина в Душанбе. Надо согласовать день, время. И, конечно же, посмотрим, что получится дальше с этим союзом евроазиатским. Ну а на сегодняшнюю тему спасибо большое, что вы дали столько таких разных ответов и подняли разные темы. И мы вас благодарим за то, что вы выделили время нам. И будем ждать вас еще в дальнейших наших программах, чтобы побеседовать по душам. Спасибо, Салимджон. Спасибо за интересную беседу, за интересные вопросы. Всего доброго. Хорошего. Спасибо, Акуджон. Хуш омадед, ҳазор раҳмат, саломат бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. Саломат бошед. Худо нигаҳбонтон. ҳамин буд дӯстони гиромӣ, мавзӯе ки мехостем имрӯз баррасӣ кунем бо устод Темур Варқӣ. Умедворам ба чанд саволҳое ки дар зеҳни шумо буд ва он чизе ки дар зеҳни ман ҳам буд посухҳое гирифта бошем. ва албатта бо ҳамин мавзӯъ ба охир намерасад. Суҳбатро боло дар дигар барномаҳо давом медиҳем. Ин мавзӯъе ҳастааст ки бояд ҳар рӯз набошад ҳам хай дар як моҳ як бор баррасӣ кард. Умуман қазие ки дар атрофи Тоҷикистон мешавад, ин мавзӯъе ҳастааст ки дар мадди аввал дар ҳамин болои мизи мо бояд қарор дошта бошад. дигар он мавзӯъҳое ки дар дохилӣ ҳастааст, он мавзӯъҳое ки дигар байни афрод ҳастааст, он мавзӯъҳо муҳим нестанд. Он мавзӯъҳо имрӯз пайдо мешаванд, фардо гум мешаванд. Аммо қазияи асосии мо шумо ҳамчун як мухолиф, ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як инсон, мавзӯи асосии мо ин имрӯз ва фардои Тоҷикистон бояд бошад ва ба умеде ки фардои Тоҷикистон аз имрӯзаш беҳтар мешавад, мо қадамҳои баъдии худро мегузорем. Боқӣ Худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бод. аз фурсат истифода бурда як бор дигар аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, то барои обуна шудан ва навиштани фикру назарҳои худ кӯтоҳӣ накунед ва ба тими техникӣ ки ин барномаро омода кард миннатдории худро алоҳида мерасонам. Худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.